Это территория национального госпиталя. Именно здесь строят инфекционную больницу из контейнеров. 40 штук доставили в Бишкек из Узбекистана в минувший четверг. Их поделили на 2 медучреждения. 29 для национального госпиталя и 11 для Чуйской областной больницы. Один за другим при помощи крана расставляют контейнеры. Каждый весит 40 тонн. Работы выполняют строители из Узбекистана. Из соседней страны приехали представители разных специальностей, например, сантехники, геодезисты. Те, кто занимался этим делом на родине. На данном объекте у нас расположено 29 контейнеров. Контейнеры оборудованы кондиционерами зима-лето. Также будет подаваться горячая холодная вода. Контейнеры оснащены санузлом, 2 санузла. В одном контейнере у нас по 6 койко-мест будет. В Узбекистане, в Ташкентской области, еще весной сдали в эксплуатацию огромный контейнерный лагерь на 1500 мест. Строительство заняло 2 недели. Сейчас, говорят рабочие, в Узбекистане уменьшилось количество больных коронавирусом, поэтому их отправили к нам на подмогу. Площадь контейнера 25 квадратных метров. Каждый поделен на 2 части. Одна сторона предназначена для 3 пациентов. Вот здесь, например, установят 2-ярусную кровать, здесь 1-ярусную. Подключат телевизор. Кондиционер уже прилагается к этому комплекту. Еще здесь есть санузел с душем. Выходит, один контейнер – это, можно сказать, 2 палаты. Отопление будет электрическим, добавляют рабочие из Узбекистана. В каждой палате установят оксигенераторы. Сейчас здесь прокладывают водопровод и канализационные трубы. Их подведут к медицинским контейнерам. Здесь канализация все сделаем, а потом подпитки. Канализация примерно 100 метров будет. К началу декабря строители из Узбекистана планируют сдать эту больницу в эксплуатацию, а потом приступят к работам на территории Чуйской областной больницы. 40 контейнеров рассчитаны на 200 мест. Такую же больницу сейчас строят в Кадамжайском районе Баткенской области. Позже из соседней страны привезут необходимое оборудование и мебель, также в качестве гуманитарной помощи. Приедут и врачи для обмена опытом. Главный врач национального госпиталя добавляет, сейчас идет ремонт бывшего урологического корпуса. Как закончат, это будет еще плюс 300 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Бывший урологический корпус тоже ремонтируем на 300 коек. Примерно 15 декабря мы закончим. Сейчас примерно уже 50% ремонт работы заканчивается. Там еще подача центральной кислородной станции тоже будет. Поэтому я думаю, тем более рядом вот этого здания знаменитый бывший новый урологический корпус, там централизованная подача кислорода. Там у них на 1 200 000 сом я отремонтировал, поэтому если в отношении подачи кислорода, я думаю, проблема не будет. В национальном госпитале развернуто 200 коек для больных коронавирусом, в здании урологического отделения и в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны. Лечат пациентов 240 врачей, обученных клиническому протоколу. Анастасия Соболева, Сардар Аширбаев, НТС.